Генеральный партнер – Челябинвестбанк. Партнеры проекта – Челябинский компрессорный завод, Сады России, группа охранных предприятий «Витязь», компания «Интерзет». Генеральный партнер конкурса – сеть аптек «Классика». Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Сезнең белән очрашуга без бик шатбыз. В эфире новый выпуск программы «Татарочка Наны Энджелер». А это значит, что наших участниц ждут новые испытания, а наших зрителей новые интересные истории. Скажи, Вероника, а у тебя есть любимая татарская песня? Ты знаешь, Алина, они для меня все любимые. А почему ты спрашиваешь? Хәзер белерсең. Смотрите сегодня в выпуске любимые татарские песни в исполнении участниц конкурса. Кто возьмет самые высокие ноты? Конкурс маленьких художниц, семейный портрет в интерьере и национальный татарский орнамент. Совершенно секретно стали известны подробности предстоящего грандиозного финала. Об этом и многом другом вы узнаете в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. До финала проекта осталось не так много времени, все силы брошены на подготовку. Кроме участия в конкурсах, девочки репетируют и репетируют, прилежно повторяя танцевальные па или слова татарских песен. Назифа Хабибулина, педагог с 40-летним стажем, говорит, что ее маленькие ученицы очень талантливы. Им удается, пожалуй, главное – девочки поют душой. А это дар, научиться которому невозможно. Можно спеть песню так, просто, знаете, формально, да, от сих до сих, но спеть ее музыкально, вот почему Дина Гарипова победила на проекте «Голос», потому что она очень музыкальная, она супер музыкальная. Конкурс стал для них настоящей школой эстетического воспитания. Вот и сегодня им предстоит еще одно увлекательное путешествие в мир искусства. Да-да, именно увлекательное, на факультет декоративно-прикладного творчества Академии культуры. Встречает девочек декан Наталья Сулинева. Именно она расскажет им об истории вуза и познакомит с работами студентов. Девочки, остановитесь на минуту. Вот эти витражи делают наши студенты. Экскурсия закончилась в художественной мастерской. Здесь и предстоит показать все, на что они способны. Задание – самим придумать орнамент для татарских национальных сапожек. У каждой на мольберте небольшая подсказка. А дальше фантазия может лететь в любую сторону. Ну, я сделаю синим, у меня будет коричневый с красным я смешаю, оранжевый будет. А пока девочки создают свои ичиги, жюри оценивает домашнее задание. Семья в национальных костюмах – такой была тема работы. Вот Нагайбак сразу видно по костюмам. Нагайбак идет. Счастливые лица, большие семьи, где каждый занят своим делом – это мир, в котором царят любовь и взаимопонимание. От всех этих работ веет теплом, именно домашним теплом, уютом. Вот. Нам бы хотелось, чтобы и в дальнейшем в семьях наших участниц царили и благополучие, и мир, и спокойствие, конечно же, тепло. Татарская семья – это целый мир, который живет по своим правилам. А по каким? Например, у татар принято уважать старших, помогать друг другу и передавать малышам все свои знания и опыт. Айда әби сондагы рубрикасын карыйбыз да, анда бар нәрсә дә үз урынына утырыр.
Испокон веков семья была для татар, пожалуй, главной ценностью. Именно в ней они видели смысл жизни. Традиции и уклад бережно передавали от одного поколения другому. Именно поэтому воспитанием детей занималась самая старшая женщина в семье, пока ее дочери или невестки работали по дому. Авторитет отца для детей непререкаем. Интересная особенность. Если у малышей была какая-то просьба, то сначала они обращались к матери, а она затем к супругу. Спорить со старшими у татар не принято. Впрочем, как и выставлять свои чувства на показ. Слову всегда предпочитали дело, а бурным эмоциям – глубокое взаимное уважение. Все девочки с заданием справились, хотя и сокрушались. Времени было маловато. 2 часа, отведенные на работу, пролетели незаметно. Узарлар меня кушай, алар матурлар, аурлар. Аларның төсләре матур, меня тоже кушайлар. Ансын итекләрне мин белән катнайына, аның туган көненә. Член жюри и профессиональный художник Маргарита Габидулина высоко оценила уровень их работ. Главное, что объединяет все рисунки – искренность, перед которой невозможно устоять. Самое интересное и самое ценное – это то, что они все разные. То есть у каждого свое цветоощущение, цветовосприятие и вообще восприятие этого задания. То есть у каждой разные цвета, разные орнаменты они используют, то есть и видно, что каждая из них заинтересована именно в эту работу. Они не отвлекаются друг на друга, заняты своим трудом, то есть молодцы. Мне очень нравится, как они работают. Балаларның бүгенге эшләгән читекләрен без карап чыктык. Алар дөп-дөрес итеп, бик матур итеп рәсемнәрен, сурәтләрен, татар милли рәсемнәрен караганнар, алганнар. Төсләрне матур итеп, туры китереп буяганнар. Шуңа күрә ни алдыннан конкурс бәйге алдыннан аларга бик тирән итеп, бик балаларга ярашлы итеп сөйләделәр. Нәрсә ул читек, анда нинди сурәтләр булырга тиеш, анда нинди орнамент булырга тиеш. Шуларның барысында әйбәт итеп сөйләгәч, безнең балалар эчке дөньялары белән аны кабул итеп, шуны менә шу үзләренең сурәтләрендә күрсәтәләр. Победительницами конкурса с результатом 6 жемчужин стали Дина Ганеева, Розалина Мухарамова и Диана Подкорытова. Между тем, до финала времени остается все меньше. Уже известно, что он пройдет 14 декабря в Театре оперы и балета. В нем примут участие настоящие звезды татарской культуры. В этом году финал решено объединить со съемками традиционного новогоднего огонька. Поэтому праздник действительно будет грандиозным. Гостей ждет не только финальное шоу, но и впервые в городе новогодняя татарская ярмарка. Но главное, зрители смогут принять участие в голосовании и повлиять на судьбу победительницы проекта. Поэтому уже сейчас стоит задуматься о покупке билетов, чтобы не пропустить одно из самых ярких и зрелищных культурных событий года. Скажи, Вероника, а как по-татарски будет с Новым годом? Яна ел белян. А ты готовишься к празднику? Конечно, ведь времени осталось совсем немного, а еще столько нужно успеть. Не переживай, Вероника, у тебя все получится. Сау булыгыз, кадерле дуслар. Исән сау булыгыз.